Пекин заявил, что готов организовать визит дипломатов Европейского Союза в уйгурский регион в качестве ответа на обвинения в жестоком отношении к уйгурам. Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил во вторник, что приглашение было озвучено в понедельник в ходе видеоконференции Си Цзиньпиня с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Ангелой Меркель. Послы стран Евросоюза в Китае выразили желание посетить Синьцзянь, и Китай согласен на это и готов предоставить им такую возможность, заявил пресс-секретарь Ван. В свою очередь, в конце 2018 года представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин оценила просьбу 15 западных дипломатов о встрече с главой Коммунистической партии Китая в Восточном Туркестане Ченом Чуанго как вмешательство во внутренние дела Китая. США запретили импорт хлопка, одежды, комплектующих для компьютеров и средств для волос, произведенных 5 китайскими компаниями, расположенными в Восточном Туркестане, на основании трудовой эксплуатации уйгуров. В заявлении Агентства по охране таможни и границ США сообщается, что было внесено 5 решений в отношении продукции, производимой подневольными рабочими в уйгурском регионе, где китайское правительство систематически нарушает права человека и ограничивает свободу вероисповедания. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отгрузка и ввоз в США товаров, произведенных трудовыми узниками, будет запрещена. «22 международные неправительственные организации обратились в ООН по поводу бесчеловечного отношения Китая к жителям уйгурского региона. В обращении указывалось, что в Восточном Туркестане, где китайские власти проводят репрессивную политику и этнические чистки, в концентрационных лагерях содержатся миллионы уйгуров и других мусульман. Неправительственные организации обратились в Совет ООН по правам человека с просьбой создать комиссию по расследованию ситуации в уйгурском регионе. Правозащитники и активисты сделали следующее заявление. Ответственность за защиту угнетенных гуманитарными и другими мирными средствами лежит на международном сообществе. Госдепартамент США изменил рекомендации относительно посещения американцами Китая в условиях пандемии коронавируса, следует из опубликованной 14 сентября информации на сайте ведомства. Пересмотреть вопрос о поездках в Китай, включая специальный административный район Гонконг, из-за произвольного применения местных законов, говорится в тексте. Госдепартамент США подчеркивает, что на данный момент в стране действует запрет на въезд граждан ряда государств, включая США. В заявлении отмечается, что Пекин ввел подобные ограничения, чтобы заставить США сотрудничать в проведении расследований, оказать давление на членов семей политических диссидентов, вернуть их в Китай, повлиять на общественное мнение и получить переговорную власть перед другими странами. Между США и Китаем существует напряженность в сфере торговли, кибербезопасности, технологий и по вопросу нарушения прав человека в Восточном Туркестане, нового закона о национальной безопасности Гонконга и Тайваня. Глава либерально-демократической партии Йосихиде Суга стал новым премьер-министром Японии. Трансляция процедуры голосования велась в прямом эфире на сайте Нижней палаты парламента. За Сугу проголосовали 314 депутатов, всего были признаны действительными 462 бюллетеня. Он получил большинство голосов и в Верхней палате. За него проголосовали 142 сенатора из 240 признанных действительными бюллетеней. Суга будет занимать пост премьер-министра до очередных всеобщих выборов в сентябре 2021 года.